Здравствуйте, уважаемые зрители, меня зовут Шомасов Даниил Игоревич, я ведущий методист Центра народного творчества и повышения квалификации. Хочу вам сегодня рассказать о мифах, о сказках и несказках и о том, как эту область можно применять в культуре, в области культуры и образования. Для начала, пожалуй, о практическом значении этой области я расскажу. Дело в том, что, конечно же, нет сомнений, что мифология, мифы, мифологические рассказы, представления мифологические, они обладают огромным потенциалом интересности, скажем так, для детей и для взрослых, и для всех людей. Потому что миф и мифология – это, можно сказать, такая первооснова культурная для всех видов искусств, в принципе, и для литературы, и для фольклора, в том числе для народного искусства, конечно, в первую очередь, и для литературы, и для живописи, и для всех, как я уже сказал, видов искусств. Как можно применять эту, в принципе, пока что не разработанную тему в практике? Например, с помощью вот этих мифологических рассказов, сборников, каких-то иллюстраций на эту тему, теоретических каких-то исследований, можно привлекать большое количество детей к этой области, которая называется фольклор, в принципе. То есть это может быть чем-то, что будет первой ступенькой на пути к большому интересу, скажем так, разросшемуся интересу к фольклору в целом. Потому что, например, начинать с каких-то народных песен, возможно, будет сложнее привлечь ребенка, увлечь ребенка, чем рассказами о чем-то страшном, о чем-то небывалом, сверхъестественном, о том, что любого ребенка интересует, в принципе. Как еще можно использовать эту тему? Можно разыгрывать, например, какие-то небольшие постановки, обращаясь к мифологическим верованиям, персонажам, сказкам и несказочным мотивам. Их можно обыгрывать в, скажем так, сценической практике по-разному. Это что касается практической ценности, скажем так, этой темы. А теперь, собственно, немножко теории, что такое миф и что такое сказка, что такое несказка. Сказка является, в принципе, разрушенным мифом. То есть миф – это какое-то… Мифология, в принципе, это сложное, комплексное явление, которое… Основное назначение которого – объяснять мир. И когда миф, повествование героическое или о божественном, когда в миф перестают верить, грубо говоря, люди, тогда миф превращается в сказку. Когда уходит вот это ощущение достоверности, реальности описанного, тогда миф преобразуется в сказку. Когда происходит десакрализация и деритуализация. То есть, когда миф перестает, восприниматься как нечто священное и что-то чрезвычайно важное. И это один путь разрушения мифа, скажем так, или преобразования мифа. А другой путь, он не связан с разрушением, а он связан с как раз-таки продолжением жизни мифа, и он продолжается и в современном мире в мифологических рассказах, мифологическая проза. Вообще в фольклористике всю прозу, фольклорную прозу делят на сказочную и на несказочную прозу. Сказочная – это, естественно, сказки, а несказочная – это все остальное, скажем так. Это и предания, и легенды, и мифологическая проза, собственно, мифологическая проза. А мифологическая проза иначе еще называется суеверная проза. Сюда входят два главных жанра – это былички и бывальщины. В принципе, три жанра – сказки, былички и бывальщины – они родственны между собой. И еще одно возможное объяснение происхождения сказки – это
как раз-таки от быличек, от каких-то мифологических рассказов, которые тоже преобразовались, приобрели больше такой развлекательный характер и стали сказками, превратились в сказки. Кроме того, у сказки, конечно, есть эстетическая функция, которую сложно увидеть в быличке, но в какой-то мере она присутствует в бывающей. Ладно, обо всем по порядку. Что такое быличка? Быличка – это некий рассказ о встрече человека со сверхъестественным, или с мифологическим персонажем, или в каком-то другом контакте, или просто о наблюдении чего-то сверхъестественного, небывалого. Есть традиционные былички, скажем так, а есть современная разновидность таких рассказов. Его некоторые употребляют термин «городские легенды». То есть это тоже рассказы о мифологическом, но здесь фигурируют уже не традиционные персонажи. Тогда как в быличке фигурируют традиционные персонажи, допустим, в русской быличке русские мифологические персонажи леший, домовой и так далее. Собственно, быличка, она повествует о том, как человек сталкивается с этим персонажем и чем это заканчивается. Так же, как в сказке, тоже некий герой, он сталкивается с некоторыми другими персонажами, тоже можно их назвать мифологическими, и какая-то развязка происходит. То есть он может вернуться в другом статусе, например. Так же, как и сказка, так же, как и быличка, они имеют также регламентирующую функцию. То есть они объясняют, как нужно жить, что делать правильно, а что неправильно. Вот. Это два основных пути развития или изменения мифа в течение исторического развития человечества и доисторического, скажем так. Ну вот, пожалуй, все.